Здравствуйте, это вечерний выпуск региональной программы «Вести». В студии Алена Шестакова. Сейчас коротко о главном. 180 тысяч кубометров мусора за 3 месяца в Якутске подводят итоги санитарной очистки. С 1 июля россиян ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги для якутян. Цены увеличатся в среднем на 11%. Каждый раз повышается постоянно, не успеваешь что-то платить. Здоровый человек, здоровое будущее. В Якутске прошла 8-я по счету акция. Более 180 тысяч кубометров сухого мусора. Таков итог работы трехмесячника по санитарной очистке Якутска. По статистике, наибольшее количество мусора производит деревянный жилой фонд. Если внутри квартала с этой проблемой можно бороться с помощью управляющих компаний, то за стихийные свалки привлечь кого-либо к ответственности практически невозможно. Тему продолжит Анна Лебединская. В Якутске завершился трехмесячник по санитарной очистке. За это время из города было вывезено порядка 180 тысяч кубометров различного мусора. Массовые субботники с каждым годом привлекают все большее число горожан, однако работы по-прежнему много. Чаще всего от скопления отходов в Якутске страдают окраины, где располагается деревянный жилой фонд. В строительном округе на более чем 400 таких домов оборудовано 110 санитарных точек. Но если внутри квартала накопление мусора можно контролировать с помощью управляющих компаний, то за создание несанкционированных свалок привлечь кого-либо очень трудно. Кузова кидают, чтобы не везти там на утиль сырье, не везти на свалку. Вот, нужно там талоны же нужно покупать. На сегодняшний день вот это вот такая идет, особенно в ночное время. Только с 9-го километра Хатым-Юряха было вывезено 10 КАМАЗов мусора. Глава округа поставил задачу ликвидировать свалку к вечеру среды. Сегодня город активно готовится к проведению эссе Ахатуймады, и привести в порядок не только центр, но и окраины необходимо в кратчайшие сроки. Наибольшее внимание уделено местности Усхатын. За 2 дня работ оттуда вывезли 12 машин мусора и территорию оборудовали дополнительными баками. В этом году мы это количество увеличим до 70 контейнеров, увеличиваем количество присутствия машин дополнительно мусоросборочных. Сейчас работают там, у нас усилены стройотряды. Накануне праздника на уборке мусора будет задействовано порядка 200 студентов стройотрядов. В последние годы стихийных свалок стало меньше, но даже те, что есть, уже наносят серьезный вред экологической обстановке, на восстановление которой уйдет не одно десятилетие. Анна Лебединская, Роберт Набиев, Максим Бурцев, Вести, Якутск. Накануне на столицу обрушился проливной дождь. Сегодня в течение дня коммунальные службы ликвидировали последствия стихийного ливня. За несколько часов город буквально ушел под воду. На некоторых участках автомобильное движение было серьезно затруднено. Работы по устранению дождевого паводка продолжаются. Этой ночью вышло уже на линию работать 15 машин жилкомсервиса. Они в основном ведут работу по центру города, по заниженным местам. Это площадь Ленина, это Лермонтова улица и так далее. Между тем, 35 насосных групп у нашей компании «Якутдорстрой», они автоматом тоже сегодня работают. Но если в центре работы ведутся, то на окраинах города ситуация особенно сложная. От ливневых вод пострадали ветхие деревянные дома, квартиры которых оказались в воде. Между тем, прогнозы синоптиков неутешительные. В ближайшие 2 суток на большей части Якутии вновь пройдут дожди. На побережье Ледовитого океана в Анабарском и Булунском районах ожидается мокрый снег. В центральных Заречных, Тампонском районах пройдут продолжительные сильные дожди. На юге и востоке грозы с порывистым ветром до 20 метров в секунду. В Якутске днем небольшой дождь, будет дуть северо-западный ветер. Температура ночью плюс 12-14, днем воздух прогреется до 18 градусов. С 1 июля россиян ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Увеличение коснется электроэнергии, отопления, газа и водоснабжения, а также водоотведения. В Якутии в среднем тарифы вырастут на 11%. О каких суммах идет речь, посчитал Вильям Бояркин. Елена Плюскина приобрела свою квартиру не так давно. Радость собственного жилья омрачают платежи. К немалым выплатам по ипотеке прибавляются еще и коммунальные услуги. И те собираются повысить. Я, например, плачу за свет, за все, за уборку территории, за все, 6 копеек мне получается. Каждый раз повышается постоянно.
Ну, не успеваешь только платить. В этом году в Якутии максимальный рост тарифов за ЖКХ составит 13%. Для семьи из 3 человек, проживающей в благоустроенной квартире площадью 63 квадратных метра, платеж станет на 600 рублей больше, и это в селе. Городская квартплата поднимется на 800 рублей. По данным Госкомценрек, в среднем по Якутии плата за электроэнергию возрастет на 15%, за отопление на 11%, за газ на 7,5%, холодную воду повысят на 13,5%, горячую на 12%, и за водоотведение цена также повысится на 13,5%. На изменение тарифов за ЖКХ влияет множество факторов, такие как инфляция и условия развития экономики страны. Одной из главных причин повышения стоимости коммунальных услуг – это рост цен на топливо. В течение года, вы сами понимаете, происходит рост тарифов, цен на первичные энергоресурсы. Кроме того, это связано с общими экономическими процессами. Мы все прекрасно понимаем, что есть общеинфляционные процессы. Стоимость света, воды и теплоснабжения из всего платежа составляет примерно 70%. Остальные 30% – это жилищные услуги. Собственники имеют право регулировать эту часть платежа. Кроме того, есть и другие способы уменьшить квартплату. Стоит отметить, что если платеж за жилищно-коммунальные услуги превышает 15% от совокупного дохода семьи, то граждане имеют право на получение субсидии. В зависимости от условий проживания и при наличии основания она может покрыть практически всю квартплату. Ульян Бояркин, Максим Бурцев, Вести, Якутск. По факту столкновения грузового фургона с самолетом Ан-26 на аэродромной стоянке аэропорта Якутск возбуждено уголовное дело. По версии следствия, водитель грузового фургона, принадлежащего аэропорту, превысил разрешенную скорость движения по аэродрому, вследствие чего выехал за пределы разметки и столкнулся с носовой частью воздушного судна авиакомпании «Полярной авиалинии». Самолет готовился к вылету в Чукурдах. Общая сумма причиненного авиакомпании ущерба превысила 1 миллион рублей. Здоровье подрастающего поколения – одна из главных составляющих благополучия общества. В Якутске прошла 8-я по счету акция «Здоровый человек. Здоровое будущее». В ней приняли участие порядка 1000 человек. Галина Погадаева продолжит. В Якутске прошла акция «Здоровый человек. Здоровое будущее». В мероприятии приняли участие 25 организаций и учреждений, занимающихся социальной работой. В рамках творческого конкурса выступило более 300 детей. Цель нашей акции – привлечение внимания населения, прежде всего детей, подростков и молодежи к собственному здоровью и пропаганда здорового образа жизни. Акция проводится с 2008 года. Она стала уже доброй традицией для жителей города. Молодое поколение с удовольствием принимает участие в мероприятии. Мы подготовили танец с нашим лагерем. И мы этим танцем покажем, что здоровый образ жизни это может сказать, круто, да? Я бы хотела пожелать ребятам, чтобы они всегда заботились о своем здоровье. В рамках акции все желающие смогли проконсультироваться с врачами-специалистами, принять участие в эстафетах и конкурсах, а также посетить полезные мастер-классы. Во время акции фельдшер скорой помощи продемонстрировал ребятам необходимые действия до приезда врачей. Как необходимо проводить сердечно-легочную реанимацию. Зрелищным моментом акции стал конкурс подростков по брейк-дансу. Команды города и отдельные участники соревновались в лучшем исполнении танца. Также в рамках мероприятия психологи провели с подростками беседы о вреде наркотиков. Мы проводим и не только такие мероприятия. Значит, мы работаем с такой категорией детей, как дети группы социального риска. Проводятся уже такие целенаправленные мероприятия, показывающие, пропагандирующие здоровый образ жизни. Несмотря на ненастную погоду, дети получили массу положительных эмоций. Летние лагеря и творческие коллективы, принявшие участие в конкурсах, были награждены сертификатами и сладкими подарками. Галина Погадаева, Максим Бурцев, Вести, Якутск. Мост через Лену должен быть построен к 2022 году. Строительство мостового перехода включено в план совместных проектов Российско-Китайской межправительственной комиссии. В настоящее время формируется рабочая группа для проработки вопроса реализации проекта. В прошлом году он оценивался в 64 миллиарда рублей. Из-за сложной логистики республика ежегодно тратит миллиарды на навигацию и доставку грузов до северных и арктических районов. Строительство моста позволит сэкономить бюджету Якутии до 10 миллиардов рублей в год. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи.